Из священного Корана и сунны посланников Всевышнего, да благословит Аллах и приветствует, до нас дошло, какая еда для мусульман разрешена, а какая под запретом. Изобилие пропитания или просто незнание правил шариата может запутать верующего в вопросах дозволенности или запрета той или иной еды. Мясо каких животных можно принимать в пищу, как должно быть забито жертвенное животное, какое решение относительно желатина в продуктах. Все эти вопросы по воле Всевышнего мы разберем далее. Какие животные являются халяльными для приема в пищу? С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. Млекопитающие, птицы, рыбы – все эти животные являются для мусульман халяльными, кроме тех, о которых дошло до нас из Корана и Сунны о том, что они запретны. Абу Салаба аль-Хушани, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, да благословит Аллах и приветствует, запретил употреблять в пищу мясо всех хищных зверей, имеющих клыки. В их число входят и хищники с длинными когтями, к примеру, орел, сокол, ястреб и так далее. А вот все виды рыб и, в принципе, любые обитатели морей, океанов и так далее являются халяльными, если они не приносят вред для человека, к примеру, выделение яда. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Всевышнего, да благословит Аллах и приветствует, сказал: «Морская вода пригодна для омовения, а то, что умерло в море, то есть обитает в нем, халяльно, разрешено для потребления в пищу». Всем животным обязательно должен быть сделан убой с использованием ножа, кроме саранчи и рыбы. В священном Коране Аллах говорит: «Отныне стало разрешенным для вас употреблять в пищу все хорошее, приятное с точки зрения здорового общечеловеческого восприятия». В другом месте Всевышний говорит: «Также моя милость тем, кто последует за посланником, не умеющим ни читать, ни писать, то есть Мухаммадом, пророком, сведения о котором они найдут в Таурате и Инджиле. Он будет побуждать к добру и запрещать дурное, объявит разрешенным благое и запрещенным мерзкое». Имам Малик считал, что мерзкое – это все, что запрещено шариатом, а имам Аш-Шафи'и, что сюда относится и то, чем арабы брезгуют, например, змеи и скорпионы, которые, по мнению имама Малика, разрешены в пищу. Если люди будут в сомнении насчет приема в пищу какого-либо животного, они посмотрят, сказано ли об этом в Коране и в Сунне. Если не найдут упоминания об этом, то посмотрят, едят ли это люди, соблюдающие гигиену, то есть чистоплотные, приятные люди. В первую очередь посмотрят на арабов. Если его едят многие арабы, то это чистое животное. Если и здесь будут сомнения, то круг сужается до племени Курайш, племя посланника Всевышнего, да благословит Аллах и приветствует. Если это племя ест то животное, значит оно чистое. Недозволенными также являются и земноводные животные, проживающие часть жизни на суше, часть в воде, к примеру, лягушка, краб, рак и так далее. Какие условия забоя животного, чтобы его мясо было халяльным? Условия действительности забоя животного по нормам шариата – это, чтобы проводящий обряд был мусульманином или человеком Писания, чтобы он был совершеннолетним по нормам ислама, то есть различал добро и зло. Также обряд может провести ребенок 8 или 9 лет, имеющий достаточный уровень самостоятельности. Также необходимо, чтобы нож был острым. В процессе убоя должны быть прирезаны трахея, пищевод и основные артерии, и вены в области шеи. Желательно повернуть животное в сторону киблы. Начинать обряд с именем Всевышнего, если он мусульманин. А христианин или иудей сделает намерение принять это животное только в пищу. В мазхабе имама Шафи'и людьми Писания являются те христиане, которые исповедовали христианство до начала миссии посланника Всевышнего, да благословит Аллах и приветствует. Если человек видит, что мясо очевидно харам, к примеру, свинина, мертвечина, земноводная и так далее, то это запретно. Но если он сомневается в какой-либо пище, то это, по мнению ученых, дозволенное мясо. Ислам не создает тяготы для верующих, но лучше быть осторожным и оставить сомнительное. Желатин – халяль или харам? Некоторый желатин под воздействием химической реакции может измениться на другой элемент. Ученые это подтверждают. Если мусульманин уверен, что этот желатин, даже если он свиной, подвергся этой химической реакции и утратил свои свойства желатина, то он дозволен. Но если доподлинно известно, что этот желатин свиной и он натуральный, то есть не подвергся химической реакции, то это не дозволено, харам. Но если верующему по состоянию здоровья необходимо принять лекарство, в составе которого натуральный желатин и нет аналогов других лекарств, то это дозволено.
поскольку это требует его здоровья.